Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, подписчики моего канала. Как и обещал, а, попытаюсь более подробно рассказать вам о моем видении, как с помощью чего а, можно жить на Земле всем людям а, без границ, без денег, ну и всего того, что сегодня на нашей Земле происходит. Я попытаюсь вам рассказать о технологии, которая позволяет нам жить а, при свободной энергии. То бишь иметь энергию, то бишь то, что а, приводит в движение колеса, назовем так, то, что с помощью чего мы имеем возможность воспроизводить крутящий момент. А это все то, с помощью чего вот а, как раз и мы производим всевозможную продукцию на этой земле, то бишь энергия. Но энергия, она бывает у нас от нефти, от газа, от электростанции, которые производят электроэнергию, да, от ТЭЦ тоже производит электроэнергию, тепло в наши дома. Но все это, назовем так, требует, во-первых, больших капиталовложений, ам, загрязнения окружающей среды, а, из, изменения, назовем так, ландшафта Земли с помощью плотин ГЭС. За все это нам приходится платить. А, Назовем так, сильные мира сего, они готовы вложиться во все вот эти технологии получения энергии для того, чтобы просто-напросто а, получить с этого доход. Ну, взять ту же электростанцию, допустим, да. Они вкладываются в электростанцию, в строительство, перекрытие рек и прочее, да. Но с расчетом на будущее, конечно же, когда эта плотина начнет вырабатывать электроэнергию, ну а потом они эту электроэнергию будут продавать. Также все эти ТЭЦ, все эти добычи угля, добыча нефти, также во все это они вкладываются, опять-таки, своими деньгами. Ну и, конечно же, ждут доход. А вот, то, что если у каждого из нас была возможность просто иметь, ну, некий прибор, который просто-напросто вырабатывает электроэнергию а, буквально с того момента, когда
его изготавливают. И с помощью этой электроэнергии человек мог бы а, освещать свое помещение, да и не только помещение, улицу, а, отапливать с помощью него, то бишь с помощью этой свободной энергии, да. Ну и также иметь возможность запускать станки, оборудование, ну и все то, чем сейчас пользуется, допустим, та же электроэнергия, да, вот. И вот хотел бы я вам показать, один ролик, который этому ролику он еще с 1996 года. Я давно изучаю, назовем так, уже более 20 лет, изучаю вот всевозможные вот эти наработки людей, связанные со свободной энергией, с возможностью, да, получать электроэнергию, ну, назовем так, из воздуха, да. И сколько бы я не видел, сколько бы мне не попадалось роликов, все они, ну, в основной массе, они, конечно, назовем так, фейковые, где просто-напросто люди создают эти ролики. Да, халява на сегодняшний день процветает. Люди пытаются воспроизвести то, что кто-то там показал, да, по принципу какого-то там генератора. Но ничего у них не получается, ну, потому что а, это создают ролики для того, чтобы, ну, просмотры были и прочее. Это тоже, назовем так, надо понимать. Но мои изыскания пошли чуть дальше. Сразу скажу, да, я не сделал этот прибор самостоятельно, но я нашел первичную информацию об этом приборе, как его создавали. Но перед тем, как пересказать вам историю создания этого прибора, я хочу вам показать, именно вот этот ролик, чтобы вы немножко, ну, назовем так, внимательно посмотрели, во-первых, вот, и поняли, о чем я говорю. После этого я вам расскажу историю создания вот этого прибора. Ну, давайте начнем. I'm going to show you three devices. These are prototypes of the technology, which enables you to generate high voltage, high current, at basically DC with a slight frequency, around 5,000 hertz. And these devices will generate this electricity without the use of any fossil fuels or any power source of any kind that needs to be replenished. These devices have been in operation on and off for a number of months. This particular device here weighs about 1.5 pounds
about 1.5 pounds. And I'm going to energize it now. And what do you feel in the unit now that it's in operation? Buzzing, vibration, slight noise. Vibration. Yeah, vibration. Just nothing serious, kind of a slight gyroscopic effect in the air. The unit itself is size-wise, I think about 5 inches. The unit is dead exact at 6 inches. It's about 2 inches tall. About 3/4 of an inch thick. This is a voltage meter, which is automatic. The unit is putting out a fluctuating voltage. It's 121.8 volts, I believe. It's stabilized at 121.8. The voltage will vary between 110 and 145 volts in operation. So we know the voltage. Now let's discuss the current. This device is capable of putting out up to 5 amps of electric power at 100 volts. To show the current now in operation, we'll use a light over here. Use a lamp already lit. This is a 100-watt bulb in this lamp, if you want to show that. Now, a 100-watt light bulb at 100 volts would be 1 amp of power. So I'm now going to plug it directly over here, and voila. You have 1 amp of electrical power. Actually, more than 1 amp of electrical power at 127 volts powering this light bulb, which is extremely hot to touch. Follow this out. We have the unit itself, wires straight over here to this lamp. Now, there's no battery in this lamp, obviously. Certainly no battery small enough to create this kind of electricity. However, I will now show a unit that is even smaller than the first unit. This unit is a little less than 4 inches. A little less than 4 inches, and it's a little less. It's about 1 inch and 3/4 tall. This one weighs about 1 pound. We'll activate the unit now. Let's measure the voltage again. This particular unit puts out about 100 volts, right around 100 volts, 100.8 volts. A little smaller. It'll vary between 95 and 115 volts generally. This is a 100-watt light bulb again. Obviously, it's a base receptacle. No possibility of any kind of batteries in here. And with the aid of these 2 alligator clips, voila! Oops. There you go. Another unit that is generating an amp of electrical current. Very, very, very slight vibration of the device. Lower current.
There are physically no batteries capable of producing this much current at this voltage. It's obviously being generated by the devices themselves. These are inherently high voltage devices, and they only produce DC with a slight frequency of around 5,000 hertz. Let's go over here and look at the largest device that we have. This is the largest device that we have made so far. This particular device is measuring about 17 inches in diameter. It's about 3 inches, a little more than 3 inches in depth. Turn on the primary frequency, and now the secondary frequency. The unit is now in operation. There's also a slight vibration in this. However, a really interesting effect. Paul, if you'd like to touch that. Now, slide that back and forth with your hands. Much less vibration than the small one. Less vibration than the small one. Okay. But it's a tingle. It's there. Okay. What is it doing? When you move it, it feels like you're pulling it across the washboard. It doesn't want to go. Right. It resists movement. One step at a time. Exactly. Each time the frequency comes together, it appears to have an effect. It's like a gyroscope. Perfectly solid state device, no moving parts, just the vibration as the device is in operation. Let's measure the voltage. This gauge is set at 1,000 volts DC. The unit is putting out 830 volts DC. 830 volts direct current. That is enough to kill a man easily at the right current. To show you the current, we have set up these lamp bases here. They're just wired in series. Each one of these lamp bases is wired in series. No possibility of any kind of batteries or any kind of trick in these devices. These are brand new 100 watt light bulbs. You want to help take these out? I appreciate it. Get that 100 watt bulb over there. Okay. Screw this bulb in here now. Probably one more bulb. It's a hot bulb. One out of the lamp we were using. This is the smaller bulb. I know there's one more I can get. Excuse me. And each of them that's sitting here now is a 100 watt bulb.
100 watt light bulbs. The unit is in operation. Now looking at the unit producing several amps of electric current. 870 volt DC system. The unit will power more than 10 100 watt light bulbs easily. And here, the current gauge. Current gauge will measure the amount of current that's being produced within the unit itself, inside the coil. Fluctuating voltage and current. 1.23 amps here. 1.23 amps at 870 volts is quite a bit of power. That would be at least 8 amps at 120 volts. These units can be used to power aircraft, ships, automobiles, homes. At the present time, the units develop quite a bit of heat, which also could be captured to produce additional electricity. These units could very easily replace atomic reactors for power generation. Quite warm. This is the basic equivalent of an electric heater. Yeah, we're looking at 100 times 10 is 1,000 watts of power. So this unit easily generated 1,000 watts of power, and I assure you it would do that all day long. I've heard that some people question whether there might not be a battery inside of these devices. Can you tell us about that? Yes. I've shown this to multiple of engineers, and they never question whether there's a battery involved in this at all, simply because of the physical size of the unit. A battery capable of producing 1,000 watts of electric power would be quite large and quite heavy. A lead-acid battery capable of producing this much current for this period of time probably would be about 24 inches by 6 inches by 15 inches. High voltage batteries are very rare, they're very large, and they're very heavy. If this were a battery, it would be an entirely new kind of battery and would be quite valuable simply based on the principles of being a battery. There are no batteries known today that have this performance. They're capable of lighting and putting out this much power. 1,000 watts like this is basically an electric heater here in operation is what it basically is. And there are no batteries in the unit? No batteries within the unit, no batteries in the base of any of these lamps. So it's quite a bit of power being produced by a device that is way too small to be a battery, or have batteries involved inside. Thank you.
вот вы посмотрели ролик, который был создан еще в начале, а, назовем так, когда только начали использоваться видеокамеры, ну, назовем так, ну, в 96-м году, конечно, телевидение было и камеры были, э, но это не те смартфоны, которые сегодня. В 96-м году у нас и смартфонов-то и не было, да. Но были всевозможные видеокамеры пленочные. Вот, и, конечно же, вот эти энтузиасты, да, они не российские, они вот создали, назовем так, этот прибор. Позже я расскажу, кто именно. Вот. И вы как могли видеть, первый прибор показывал напряжение где-то 120 вольт, да, ну, где-то примерно, да. Почему это напряжение? Ну, не 220, а 120. Это просто то напряжение, при котором работает то оборудование, а, те же лампочки, любое оборудование а, за рубежом, возможно, в Англии, да, при 120 вольт. Э, Я как сейчас помню, у меня был старый приемник, ну, обыкновенная радиола, и сзади у него был там переключатель такой специальный, где можно было переключить трансформатор, входящий трансформатор из сети, значит, на 220 вольт, допустим, и также он был еще намотан и на 128 вольт. И как раз вот для того, чтобы его можно было продавать как в Советском Союзе, ну, также и продавать и за рубежом, где напряжение, ну, допустим, разное, другое. Вот. А, Мощность тогда этих светодиодов не было, хоть и лампочки как бы белые, мощность 100 ватт. Это были лампочки накаливания, обыкновенные лампочки накаливания, но только работающие на 100, ну, на 128 вольт, да. Ну, чуть меньше пускай будет. Вот. Каждый вот этот прибор, его можно изготовить на определенное количество вольт. Второй прибор, который был показан, он показывал чуть больше там 80 вольт, да. То бишь показали размерность, то бишь вот, на 100 миллиметров или, допустим, диаметром, или на более меньший, там, на 50 миллиметров, да. Тем самым как раз вот он меньше диаметром, он меньше дает напряжение. Если показывают тот прибор, который на столе уже, на отдельном столе тоже стеклянный, а, показывают прибор уже более большим диаметром, то этот прибор еще имеет возможность уже давать 800 вольт. И лампочки, которые гирлянда была собрана, все мы понимаем, особенно электрики, что все эти лампочки были подключены последовательно, потому как напряжение надо было разбросать на каждую лампочку. И почему они показали, что почему именно последовательно, потому что при одна лампочка во время вкручивания просто-напросто
назовем так, нехромовая нить сгорела, не сгорела, а просто, ну, отвалилась, назовем так. И показали то, что взяли лампочку ну, уже с работающую лампочку, которую предварительно показывали в светильнике. Они эту горячую лампочку вывернули и вкрутили уже в последовательную цепь 10 лампочкам. А, Конечно, вот этот уже большой прибор, в нем уже присутствует, кроме обыкновенной там, ну, намотки, не совсем, правда, обыкновенной, но присутствуют уже детали. Детали это ну, диоды, назовем так. А, Через некий еще и преобразователь. Ну, скорее всего, преобразователь, может, по мощности и прочее. А, Но, тем не менее, а, мы говорим о том, что малым прибором можно запитать, допустим, какую-то лампочку на 100 ватт. А, Большим прибором можно запитать уже а, 1000 ватт, то бишь киловатт, да? 10 лампочек а, по 100 ватт. Это уже киловатт. Ну, а если мы говорим о том, что нам необходимо запитать и большее количество, да, вернее, ну, у нас ведь как есть напряжение, ну и есть киловатты. А, Киловатты, конечно же, зависят ну, от сечения провода, намотанное в этом приборе. И, соответственно, если взять прибор, намотать его большим сечением а, провода, то, соответственно, можно получать и больше киловатт. Вот это как бы, с одной стороны, физика, да? Ну, а также вот эти 800 вольт, их также можно а, э, преобразовать вот через преобразователь какой-либо, да, просто пустить и преобразовать на определенное количество э, вольт, и дальше уже использовать непосредственно к каждому, назовем так, прибору нужно подключать уже и параллельно, допустим, лампочку 220 вольт, да, грубо говоря. Также можно подключать и какие-либо приборы, а, будь то телевизор, будь то какой-то а, дрель, я не знаю, ну, любой прибор, у которого есть крутящий момент. А, Опять-таки, напряжение там переменное. Еще один такой нюанс, что этот прибор действительно работает. В самом начале, а, когда показывали прибор в руках, а, дали человеку просто взять его в руки и покрутить. Вот этот момент можете еще раз пересмотреть. А, И человек говорит о том, что
э, он ощущает, вот, даже не подключенный ни к чему, просто вот этот прибор, он ощущает, что в нем происходит такой, знаете, как крутящий момент. А, Когда, ну вот, если взять какое-нибудь колесо, держать ее за оси, да, за ось колеса, раскрутить и просто-напросто попытаться вот так вот его ну, поворачивать. И мы будем ощущать такое, назовем так, а, инерционную такую зависимость, да, что вот, вот этот крутящий момент, он не дает вот это а, этому колесу свободно поворачиваться. Нам приходится прилагать некоторые усилия. А, Это говорит как раз о том, что этот прибор, в этом приборе происходит вот это движение, движение, назовем так, электричества, да, ну, как бы по кругу. И тем самым вот это тоже кручение своеобразное, оно и не дает возможности вот свободно вот поворачивать, как будто это ну, пустой прибор ни о чем, да, там, когда мы просто-напросто ворочаем его как хотим. А, ну, я вам сказал о том, что э, я вам расскажу создание этого прибора, а, ну, назовем историю изначально, откуда это взялось, как это дошел, ученый дошел до именно вот до создания этого прибора. Эту информацию я, назовем так, очень долго искал, где-то примерно 20 лет назад, ну, может быть, чуть меньше. Я ее искал еще тогда, когда не было у нас даже Google. Ну, был поисковик, не помню, может быть, и, а, Internet Explorer. И что-то, конечно, мне приходилось это искать очень, а, ну, назовем так, долго и настойчиво. И мне больше всего заинтересовало именно откуда ноги растут. А, Как это придумали и кто это придумал. И я нашел информацию где-то на форуме, где-то уже точно и не помню. Вот, но а, вот такая вот информация в PDF. Стивен Маркс, тривиальный повер унит. И это вот, ну, вот эта литература, которая вот уже, назовем так, создана она в 2007, наверное, году, да. Но я нашел, вернее, была возможность программы не Google переводчик, а просто программа переводчик. И переводчик работал не так уж четко, как сейчас. Конечно, где-то какие-то, допустим, слова он, ну, может быть, некорректно переводил.
Но в любом случае а, это было намного понятнее, чем просто-напросто а, читать по-английски. Тем более я английский не очень-то владею. Ну что ж, давайте попробуем а, почитать и рассказать вам. Ну, то бишь, вот, где-то, может быть, где-то своими словами буду пояснять, а, что о чем здесь и пишется. Значит, Торидал Овер Унит. Тороидеальный блок питания. Стивен Марк, 2007 год. Все говорят нам, что магнитное поле Земли измеряется как слишком незначительное, чтобы генерировать какую-либо полезную энергию, но это не так. О чем это? То, что магнитное поле Земли, а, оно имеет место быть, но оно настолько слишком незначительное, то бишь мало, чтобы сгенерировать какую-либо полезную энергию, да? Это был очень долгий путь от начала до конца. Понятно. Потребовалось несколько лет экспериментов, чтобы выяснить, на каких частотах и, что наиболее важно, как заставить небольшие интегральные схемы работать для выполнения функций управления, необходимых для демонстрации, которую вы видите на видеокассетах, доступные сегодня. Так что во многих отношениях мы должны поблагодарить первых инженеров по цветным телевизорам РКА за мое открытие генератора энергии. Я уверен, что теперь все они мертвы, но они внесли свой вклад. Возможно, история, которая произвела на меня впечатление, в то время была рассказана мне моим начальником еще в 1970 году. Я думаю, что это так. Он сказал мне, что где-то в 1965 или 66 годах в одной из квартир в Чикаго произошел взрыв. Власти пришли к выводу, что по неизвестной причине цветной телевизионный приемник General Electric стал источником взрыва, в результате которого погиб чернокожий ребенок в квартире. Мой начальник рассказал, что участвовал в расследовании, потому что в то время находился в Чикаго и имел неоценимый опыт работы с телевизионными сетями и так далее. Он сказал нам, что они обнаружили, что у телевизора взорвался кинескоп. Взрыв действительно убил бедного ребенка, который сидел прямо перед ним, то бишь перед телевизором, и разговаривал с его матерью, которая находилась на некотором расстоянии на кухне. Взрыв был странным из-за отсутствия ожидаемых химикатов, необходимых для взрыва. Оказалось, что именно в центре взрыва оказался телевизор. Однако причину взрыва установить не удалось. Также учтите, что внутри телевизора не так много всего, чтобы взорваться, с достаточной силой, чтобы убить людей и разрушить
гостиную в большой квартире. Да, кинескоп телевизора может взорваться и кого-нибудь убить, однако речь идет не о таком взрыве. Самая интересная часть истории заключается в том, что, по словам нашего босса, металлические предметы, особенно содержащие большое количество железа, были резко смещены. Он упомянул, что некоторые гвозди действительно были выдернуты со стен и направлены к телевизору. Когда они нашли их, они были изогнуты и по форме напоминали штопоры. Все в комнате, казалось, двигалось или двигалось к телевизору, когда он взорвался, или, в зависимости от обстоятельств, взорвалось. Очевидно, ребенок был убит из-за этих металлических предметов, проходящих через его тело по пути к центру телевизора. Насколько было известно моему боссу, это происшествию никогда не было нормального объяснения. Мы выяснили, что это не единственный необъяснимый взрыв телевизоров в мире. Однако тот факт, что все эти телевизоры взорвались во время работы, может пролить свет. Также большинство телевизоров были произведены компанией General Electric или были телевизорами, изготовленными с использованием схем General Electric и аналогичной конструкции. Однако у этого человека, который был моим наставником на протяжении стольких лет, была своя собственная теория, о которой он, насколько мне известно, никогда никому не рассказывал, кроме меня. Его теория заключалась в том, что телевизор во время работы каким-то образом сумел стать приемником не только телевизионных волн, и поэтому на миллисекунду во времени стал приемником и разрядником огромного количества электрической и магнитной энергии. Этот разряд магнитной энергии отличается от разряда магнитной энергии во время атомного взрыва. Я много думал об этом. Слова моего работодателя сильно на меня повлияли. Не то чтобы они на самом деле что-то значили, но я продолжал думать о возможности объединения многих частот в один момент времени, чтобы произвести совершенно другой эффект, чем предполагали разработчики. Так оно и есть. Некоторые из причин, по которым я думал о вещах так, как я думал, и, возможно, почему я решил думать в том же духе, что и при открытии технологии генераторов энергии. Или, что более уместно, технология преобразователя мощности, потому что это действительно то, что вы знаете. Хочу подробно рассказать о рабочих характеристиках своих устройств. Послушайте, что я здесь говорю. Сформулирую только характеристики. Я не хочу, чтобы люди слишком волновались и снова начали слишком много спорить. Мои устройства в одном отношении ведут себя точно так же, как обычные радиоприемники. В радиоприемниках у вас имеется много разных станций, вещающих на разных частотах. Да,
я знаю разницу между частотой модуляции и амплитудой модуляции и так далее. Это сейчас не имеет отношения к нашему разговору. Вы настраиваете свое радио на желаемую станцию. И чем ближе вы настраиваетесь на идеальную частоту, тем сильнее будет усиление сигнала. И тем лучше радио будет собирать и усиливать сигналы для их развлекательной ценности. Если радиосигнал слишком сильный, радиоприемник может быть перегружен, что приведет к искажениям или другим плохим эффектам. Слегка изменив частоту, мы можем ослабить сигнал, который принимает радио, усилить и воспроизвести звук в развлекательных целях. Однако музыка будет некачественной. В музыке будут отсутствовать громкость звука, тембр, ну и так далее. Хорошо. Давайте сравним эту историю с обычным радио. Думайте о блоке питания как об устройстве, похожем на радиоприемник. Нет, я не хочу слышать обратную связь, сообщающую мне, что я пытаюсь убедить мир, что мое устройство работает на радиоволнах. Но оно ведет себя очень похоже на простой радиоприемник, за исключением того факта, что радиоволны необходимо усилить, прежде чем они могут быть нам полезны. Мои устройства ведут себя так, как будто они являются устройствами переменной настройки. И мы настраиваем их частоту точно так же, как радио. Чем ближе вы подходите к настраиваемой частоте, тем больше мощности вы позволяете коллектору рассеивать нагрузку. Важное отличие здесь состоит в том, что в случае радио вы настраиваетесь на частоту и усиливаете ее для использования. В случае с моим блоком питания вы создаете несколько частот в пределах окружности коллекторной катушки. Частоты напрямую связаны с окружностью коллекторной катушки. Вы можете начать собирать ток и рассеивать его без необходимости усиления, потому что источник сигнала также становится питанием для источника питания и имеет естественную тенденцию работать с усилением. Важно отметить, что вы никогда не можете слишком точно настроиться на точные частоты преобразования энергии, потому что мощность, полученная коллектором, мгновенно уничтожит его. Вместо этого мы должны сознательно откорректировать частоты преобразования, чтобы все работало должным образом. Помните, что это как печь, которая питается сама собой. Чем горячее она становится, тем больше топлива дает для сжигания. Вот почему блоки управления так важны. Если блок управления постоянно контролирует рабочие частоты и вносит необходимые изменения, чтобы все это не соответствовало точной частоте преобразования, блок очень быстро разрушил бы сам себя. Кстати, вы видели видео, на котором компас резко поворачивается в центре устройства во время работы? Обратите внимание, когда я впервые включаю устройство, компас начинает очень медленно вращаться. Он ускоряется все быстрее и быстрее, пока не останавливается. Когда он останавливается, устройство начинает работать примерно на расчетном максимуме. Мы так и не узнали, почему это произошло. Это имеет тенденцию усиливать то, что я наблюдал как эффект
турбины. Когда прибор выключен, компас снова начинает вращаться и медленно останавливается. Кстати, искровой разряд, который все видят на видео, происходит после переключения выхода устройства через большой резистор высокого значения. Я надеюсь, что это пробудит некоторых из вас к потенциальной опасности. Стефан совершенно прав относительно количества энергии, необходимого для вытаскивания гвоздей из стен во время взрыва цветного телевизора General Electric в Чикаго. На самом деле, доктор Шинцингер сказал мне, что для этого потребовалось бы гораздо больше энергии. Мы предположили, что телевизор, должно быть, на долю секунды превратился в блок питания, очень похожий по принципу действия на один из моих собственных. За исключением того факта, что он не был разработан для сбора и преобразования доступной энергии полезным способом. Вместо этого телевизор просто на 1 миллисекунду наткнулся на правильную комбинацию частот, необходимую для возникновения явления магнитного сбора. Но, к сожалению, телевизор не мог управлять функцией и начал поглощать и разряжать как электрические, так и магнитные факторы, вызванные влиянием сильного поля. Во время этого обсуждения с доктором Шинценгером он указал, что во время атомного взрыва, помимо гигантской взрывной волны и выделяемого тепла, существует также чрезвычайно большая магнитная сила, которая настолько сильна, что во время взрыва распространяется далеко в космос. Магнитная волна настолько сильна, что полностью разрушит любые незащищенные электронные схемы а, твердотельной, то есть транзисторной конструкции. Вот почему твердотельные, то есть транзисторные радиоприемники будут бесполезны после ядерной атаки на вашу страну. Давайте подумаем, откуда возникает огромное магнитное поле, когда вы взрываете атомную бомбу. Он только что создан, он преобразован. Это какая-то часть Земли. Является ли это побочным продуктом того, что ткань времени и пространства разрывается на части за долю секунды? Мне любопытно, откуда взялась эта невероятно огромная магнитная сила во время атомного взрыва. Здесь есть еще о чем подумать. Возможно, в связи с моей энергетической технологией доктор Шинцергер сказал, что это объясняется как результат расщепления атома. Однако это очень короткое объяснение и не совсем удовлетворительное объяснение того, что порождает силу. Он согласился со мной и сказал, что это также будет означать, что на самом деле мы очень мало знаем о магнитных полях и магнитных свойствах. Множество частот, перемещающихся по катушкам, имеют слишком высокую частоту, чтобы обеспечить какое-либо движущее усилие. Они всего лишь средство для достижения цели. Множественные частоты начинают подпитывать себя, и множественные разряды становятся комбинированным большим разрядом. Я называю это резонансным. Вот почему
Если вы заметили на видеокассетах, что катушка начинает работать с максимальным усилием всего за несколько секунд. Видите ли, один маленький разряд ничего не стоит. Однако представьте, если бы у вас были сотни тысяч маленьких разрядов, объединенных в один большой текущий разряд. Первоначально я получил эту идею от электронных схем, в которых используются вакуумные выпрямители, такие как 5У4ГБ или 5А-Р4 и так далее. Ссылка как бы в описании. Пластина имеет высокий потенциал напряжения с большой доступной полезной мощностью. Вы не можете добраться до него или использовать его для чего-либо, не подавая на катод напряжение нагрева или катодный потенциал лампы. Итак, вы подаете небольшое напряжение 5 вольт переменного тока 60 Гц, которое нагревает катод и принимает поток электронов с пластины. Или на самом деле наоборот. Но это не важно. Для этого примера моих мыслей. Теперь мощность высокого напряжения проходит через катод и проходит через катушку 5-вольтового трансформатора вместе с 5-вольтовым переменным током. Если напряжение на пластине не выпрямляется, то это переменный ток с потенциальной частотой 60 Гц. Это сочетается с 5 вольт 60 Гц в катушке трансформатора и, как правило, ни к чему не приводит. На самом деле, мощность трансформатора на 5 вольт ничего не стоит. Это незначительный источник питания, за исключением случаев, когда два трансформатора немного не совпадают по фазе друг с другом, или когда они соединены в обратном порядке. Тогда вы сможете измерить все, что происходит. Вы можете генерировать все виды частот и множественные частоты, я имею в виду все виды. То, что я измерил во время этого процесса, было очень интересно. Иногда все эти частоты встречались одновременно с гораздо большим выбросом на выходе. Во всяком случае, я использовал высоковольтный блок питания следующим образом. Пластинчатый трансформатор на 500 вольт, напряжение от 0 до 500 вольт 300 миллиампер. Пропускаем через двухполупериодную кремниевую схему, а затем пропускает через электронный ламповый выпрямитель 5В4. Теперь вы знаете, что 5В4 требует 5 вольт переменного тока и 3 ампера, чтобы его нагреватель собирал электроны и замыкал цепь. Что ж, я измерил выход из лампы и результат 500 вольт постоянного тока при 250 миллиампер. Потери связаны с высоким импедансом лампы и ее ограниченной способностью рассеивать более 250 миллиампер. Я хочу здесь отметить, что наряду с 500 вольт постоянного тока есть, да, как вы уже догадались, 5 вольт 3 ампер переменного тока. Они оба полностью независимы друг от друга, за исключением некоторых очень интересных вещей, о которых я скажу вам как-нибудь в другой раз. Прежде всего, очевидно, что у вас может быть несколько различных выходных компонентов в выходном сигнале мощности. Вы можете без проблем соединить постоянный и переменный ток. В то время
я работал в лаборатории с гораздо более сложным оборудованием, чем доступно даже большинству производственных компаний. Я смог проанализировать все, что выходит из этой простой цепи высокого напряжения переменного тока с двумя трансформаторами. В большинстве источников питания выделяется много разрядов, и разработчики используют а, 0, 0,5 или около того, чтобы как можно больше устранить, прежде чем он дойдет до сглаживающих конденсаторов. Эти разряды исходят от электросетей и особенно от самих трансформаторов. Затем сглаживающие конденсаторы удаляют остальную часть многочастотного разряда вместе с гигантским переменным током 60 Гц, оставшимся в приемнике. Меня заинтересовало взаимодействие двух трансформаторов переменного тока. Поверьте, взаимодействие может быть очень приятным. Также есть еще одна интересная аналогия. Кажется, мы упускаем из виду очень многое в нашем обществе. Они прямо перед нами, но мы просто без интереса смотрим по сторонам. Когда я начал изучать эффекты сочетания нескольких частот, я обнаружил, что когда вы сознательно стремитесь создать наихудший сценарий частот, вы начинаете получать множество измеримых результатов. Само по себе их немного. Но если вы сделаете достаточно их быстрых проводов, вы получите коллекционный всплеск силы, который больше, чем мощность, доступная для начала. Разрушительный нагрев, вызываемый вихревыми токами, становится проблемой, с которой мы сталкиваемся, когда делаем действительно большую мощную катушку. Теперь теперь вы лучше понимаете проблему нагрева и почему использование вентилятора не работает. Вы можете описать полезный токовый выход моей катушки как постоянный ток, но с некоторым разрядом в нем. В нем действительно нет трансформируемого компонента переменного тока, который мог бы обеспечить механическую движущую силу, как вы предложили. В одном из технических руководств РКА я прочитал, что, как показали измерения в проводе, существует небольшое увеличение тока, когда первые электроны проходят по нему. Это объяснялось тем, что магнитное поле Земли оказало некоторое влияние на провод и поток электронов внутри него, а точнее электроны на поверхности провода. Уже сегодня можно найти примеры обсуждения этого факта, даже в ненаучных журналах. Если вы посмотрите книгу Моргана Джонса Value Amplifiers, третье издание на странице 262, он говорит, цитата: «Проникновение тока через нить накала взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая небольшой разряд». Маленький разряд. Эти слова очень много значат. Это доказывает, что существует взаимодействие между магнитным полем Земли и простыми электронами, бегущими по проводам. Это может быть небольшое влияние, но оно действительно над единством. Я думал об этом несколько лет своей жизни. Теперь
о выходе постоянного тока с сигналом переменного тока. Есть книга Никола Тесла «Человек, у которого в руке была молния». Я предлагаю вам найти копию этой книги и прочитать ее. В этой книге рассказывается, что Тесла утверждает, что все виды электронов могут течь по проводу в разных направлениях, связанных только с их потенциальным источником энергии. Он даже сказал, что через один провод можно иметь разные потоки электронов, полностью отделенные друг от друга. Я попробовал, и он прав. Перейдем к другому вопросу. Он сказал, что однажды в своей лаборатории он заметил, что на его магнитометре были какие-то реакции по непонятной для него причине. На следующий день он приказал принести в лабораторию множество магнитометров и начал дополнительные исследования. Он обнаружил, что измерение магнитного поля Земли было довольно простым. У вас есть устройство, которое измеряет очень маленькую магнитную силу, которая возникает в результате генерации магнитных волн при вращении большого железного шара, который мы называем Землей. Если вы посмотрите на научное изображение Земли, вы увидите, что она похожа на большой генератор энергии. У него есть полюса, магнитное поле, вращение. Все. Теперь я знаю, что вы знаете, что всякий раз, когда у вас есть магнитное поле, движущееся мимо провода, у вас есть поток электронов в этом проводе, или точнее на поверхности. Итак, Земля все время генерирует невероятно огромное количество энергии, и мы не можем использовать ее. Я не верю, и Никола Тесла тоже. Он нашел способ задействовать энергетический потенциал Земли и часто демонстрировал это. Знаете ли вы, что все его патенты были куплены Эдисоном и Вестингаузом? У него было очень большое количество патентов, и они приобрели их все, но использовали только один для передачи электроэнергии через 60-частотный переменный ток и понижающие трансформаторы, которые и по сей день стали стандартом передачи энергии по всей Земле. Во всяком случае, вернемся к его исследованиям в лаборатории. Он заметил, что большую часть времени магнитометры оставались относительно спокойными и примерно на одном уровне. Они будут незначительно колебаться. Однако однажды он заметил, что магнитометры подскочили довольно непредсказуемо. Это привлекло его внимание, и он начал наблюдать, что измерители реагируют на грозу за за много сотен миль от него. Интересно, правда? Затем он продолжил свои эксперименты и обнаружил, что по мере приближения грозы магнитометры будут регистрировать все больше и больше колебания, пока они не станут зашкаливающими и бесполезными. Он был очарован и поглощен этим. Он приобрел более совершенные магнитометры, и его исследования показали, что вы можете настраивать магнитометры на определенные частоты и напрямую подключаться к большим магнитным волнам.
Когда я говорю большой, я имею в виду огромный. Это была полезная сила. Однако вам нужно было найти потенциал цепи, чтобы электроны могли течь. Это была трудность, которую он преодолел, создавая свои знаменитые демонстрации силы из ниоткуда. Пожалуйста, позвольте мне высказать еще одно соображение. Допустим, у вас есть магнитное поле. Возможно, это всего лишь небольшой постоянный магнит. Итак, у вас есть единственный медный провод длиной 12 дюймов. Если вы перемещаете магнит по поверхности провода слева направо с определенной скоростью, вы создаете поток электронов, который является постоянным током и имеет потенциал мощности, зависящий от силы поля и скорости движения магнита. Итак, если вы увеличиваете размер магнита или скорость его движения, вы создаете большой поток электронов, больше, чем при более высоком напряжении или большем количестве а, смородин. Вот здесь вот я не смог подобрать, а, назовем так, синоним, да, или какое-то слово, как мне перевел переводчик. Ну, если кто-то а, может сказать мне, о чем это, то, конечно же, я буду рад заменить вот это слово смородинок. Позвольте мне дать вам повод подумать. Если бы у вас был короткий провод и вы перемещали по нему магнит, у вас всегда был бы ограниченный потенциал, потому что длина провода была очень короткой. Хорошо, а что если мы увеличим длину провода до многих миль, даже при очень слабом магнитном поле, движешься по проводу? У вас все равно будет гораздо больший потенциальный ток энергии. Если мы представим это с точки зрения мощности на дюйм, это будет легче понять. Если у вас есть небольшое магнитное поле, движущееся по проводу длиной 12 дюймов, оно может генерировать поток электронов, равный, скажем, 1 милливольту на дюйм. Если вы переместите магнит на 12 дюймов с той же скоростью, вы получите 12 милливольт, когда вы пересечетесь 12 дюймов провода. Поймите, я пытаюсь передать принцип, который вы сможете понять для использования в будущем. Итак, у вас есть провод длиной 12 дюймов, и вы можете сделать 12 милливольт, перемещая по нему магнит. Если у вас есть провод длиной 1000 футов, и вы перемещаете такое же небольшое магнитное поле по его длине, вы можете создать гораздо больший потенциал напряжения, скажем, 12 тысяч милливольт. Итак, вам удалось выработать значительное количество электроэнергии с помощью слабой магнитной силы. Хорошо. Как это нам поможет? Куда я иду с этим? Предположим, у вас есть 1000 кусков провода длиной 12 дюймов, и вы одновременно пропускаете через них одно и то же слабое магнитное поле. Вы получаете один и тот же поток электронов. Если провода проложить последовательно, вы получите 12 тысяч милливольт и так далее. Если вы подключите провода параллельно,
вы получите более высокий ток, но меньше напряжения. Однако потенциал питания одинаков независимо от того, прокладываете ли вы провода последовательно или параллельно. Если вы знаете, как найти потенциал цепи, вы настраиваетесь на частоту, и у вас достаточно коротких проводов, которые вы можете преобразовать столько мощности, сколько захотите в заданном пространстве. Вы будете очарованы количеством возобновляемой энергии, которая можно извлечь из постоянного магнита. Почему все считают, что магнитные поля настолько одномерны? Все гораздо сложнее, чем я вам сказал, но я просто пытаюсь дать вам представление о том, как работает эта технология. Как можно использовать то, что кажется слабой магнитной силой для генерации большого количества полезной энергии? Между прочим, когда я встречался с доктором Шинцергером много лет назад, мы обсуждали момент, который вы можете найти бесценным для своего мыслительного процесса. Знаете ли вы, что воспроизвести виниловую пластинку алмазной иглой – это научная невозможность? Здесь я тоже не совсем понял, почему виниловую пластинку, воспроизвести виниловую пластинку алмазной иглой – это научная невозможность. Почему невозможность, я так и не понял. А, Потому как по виниловой пластинке как раз алмазной иглой и происходит, назовем так, звучание. А, Так как в виниловой пластинке дорожки также были нарезаны с вибрацией иглы, горячей иглы. И эти вибрации также мы воспроизводим уже с помощью пьезоэлемента. Почему это научная невозможность, я, извиняюсь, не понял, но вот как перевелось, так перевелось. Ну, это так. Наука говорит нам, что если бы вы использовали алмаз, самое твердое природное вещество для воспроизведения мягких звуков виниловой пластинки, вы бы уничтожили пластинку всего за одно воспроизведение. Но, как вы знаете, это не так. Они сделали миллионы и миллионы виниловых пластинок, и люди использовали миллионы проигрывателей, оснащенных алмазными иглами, чтобы проигрывать их снова и снова. Как могло то, что не могло выжить в одной игре, воспроизводиться снова и снова? Наука не может это объяснить. Вот я говорю, это, а, тема вот здесь вот не очень мне, конечно, понятна. Там, как я знаю, как воспроизводятся эти пластинки, как пишутся. Ну ладно, продолжим. Я говорю, что если вы проведете алмазом по стеклянной пластине, вы неизменно нанесете на нем серьезную царапину с очень небольшим усилием. Но если вы проиграете виниловую пластинку, повреждений или, по крайней мере, заметного износа будет очень мало. Ну, во-первых, тут от себя скажу, вес головки звукоснимателя играет роль.
И алмазная игла, назовем так, она по дорожке гуляет в зависимости от искажения в этой дорожке. Вот. И поэтому износа почти нет. Да, есть заезженные пластинки, да, есть а, смещения, да, всевозможные, когда дорожки поцарапаны, и игла просто-напросто уходит и прочее. Но а, если а, соблюдать чистоту и качество самого звукоснимателя, то, конечно же, пластинка будет служить долго и долго. Есть над чем подумать, не так ли? Причина, по которой феномен алмазной иглы существует сегодня, заключается в невежестве. Видите ли, когда они начали делать пластинки желобками еще в начале прошлого века, они использовали иглы кактусов для проигрывания пластинок. Иглы кактуса изнашиваются, а их нужно затачивать. Так предприимчивые молодые люди придумали стальные иглы. К сожалению, они тоже изнашиваются, и их нужно затачивать. В конце концов, эти предприимчивые люди продолжили использовать все более твердые материалы и в конечном итоге пришли к алмазу для изготовления своих игровых игл. Это было самым сложным из того, что они могли придумать. Все правильно. Они не знали, что согласно науке только одно нажатие на диск шелка может его разрушить. Они не знали, поэтому продолжали изготавливать и продавать алмазные иглы не только для дисков из шелка, а, но и для новых дисков из мягкого винила. Метод проб и ошибок – лучший способ делать новые открытия. Если мы полностью полагаемся на то, что нам говорят ученые и инженеры, мы никогда не сделаем никаких соответствующих открытий, потому что нам говорят не пытаться, что они невозможны. Перейдем к другому вопросу. Помните, это что эти вещи опасны, очень опасны. Речь идет о нескольких сотнях вольт при потенциале ампер и более. Обычный экспериментатор с этим не справляется. Я не хочу, чтобы обычный человек действительно сталкивался с одной из правильных частотных составляющих и использовал обе руки для измерения частоты поля, не осознавая, что есть 500 вольт и бьется их сердце останавливается. То бишь, предупреждает о технике безопасности при использовании этих приборов. Я говорю вам это по своему опыту. Личный опыт с участием других. Причина, по которой я поговорю с вами, состоит в том, что я уверен, что у вас достаточно опыта работы с высоким напряжением, и что вы не настолько глупы, чтобы просто углубиться внутрь, не подумав сначала о безопасности. Также я могу сказать, что у вас есть способности и механическое мышление, чтобы понять значение концепции, которые я предлагаю. Если кто-то не знаком со схемами высоковольтного выпрямителя на электронных лампах, он или она не должны ни при каких обстоятельствах пытаться дублировать какие-либо из моих экспериментов. Если что-то столь элементарное, как схема
и ТР не понимается экспериментатором, и если экспериментатор никогда не имел опыта работы с высокими напряжениями, особенно с напряжениями, которые могут легко убить вас, то ему следует уйти и не пытаться воссоздать что-либо подобное моей технологии. Во время моих экспериментов и даже во время моих демонстраций несколько человек сильно пострадали. Возможно, вы читали отчет джентльмена, которому было сказано не прикасаться к двум выводам, выходящих из маленькой катушки, потому что там было такое же напряжение, как и на сетевой розетке 120 вольт. В какой-то момент он решил, что единственный способ узнать наверняка, что моя демонстрация реальна, это прикоснуться к двум выводам, ведущим прямо из маленькой катушки. Он получил сильные ожоги и нуждался в медицинской помощи. Однако он мгновенно стал верующим. Самый первый пример, который я вам привел, заключался в следующем. Общеизвестно, что если у вас есть кусок провода, и вы сначала пропустите через него электричество, вы получите небольшой разряд при первом включении. Разряд повсеместно приписывают магнитному полю Земли. Хорошо, дело в том, вы можете получить энергию из Земли. Следующая точка. Вы можете сделать что-то очень просто с проводом, чтобы показать это. Следующая точка. Вы можете увидеть, что можете вынуть больше из куска провода, когда подключите его. Мы не говорим о катушке или трансформаторе, или о чем-либо, а развивающем поток между первичными и вторичными частями. Мы просто говорим о прямом куске провода, нескольких электронах и методе измерения того, что из него выходит. Некоторые люди просто сидят сложа руки и говорят: ну это не такая уж большая сила, мы хотим сделать гораздо больше. Чтобы бежать, вы должны сначала пройтись. Я говорил вам, что простейшая форма сверхединицы — это кусок провода и источник напряжения. Кто угодно может подключить его и измерить. Убедитесь в этом сами. Нет катушки, нет XMRS, просто разряд. Это должно сказать вам образованный джентльмен, что существует форма энергии, которую можно преобразовать и использовать, которая напрямую связана с простым отрезком провода и мгновенным потоком электронов. Вы знаете, что в мире электронных ламп общеизвестно, что помимо того факта, что холодная нить накала проводит больше электричества, чем горячая, одна из вещей, которая разрушает нить в электронных лампах в этом отношении, это разряд, когда вы впервые включаете ток. Ну, здесь говорится о том, что при включении ток моментально увеличивается, но потом уменьшается в зависимости от потребителя, то бишь от лампочки, допустим, взять. Да, потому что сопротивление лампочки как раз и снижает ток в цепи. Причина в том, горячая или холодная нить.
Разряд помогает нарушить целостность нити накала и катодов. Итак, все знают о толчке и согласны с тем, что он каким-то образом исходит из магнитного поля Земли. Так что сделайте что-нибудь с этой информацией. Даже Эдисон не объяснил, что это значит. В своих мемуарах он сказал, что это факт, с которым нам всем приходилось мириться. Но он не понимал, почему это произошло. Если вы называете себя экспериментаторами, тогда начинайте экспериментировать. У меня было только это. Когда я начал, и мало-помалу я понял, как делать несколько тысяч разрядов в секунду. И вы знаете, что это вообще не трудно. Давайте поговорим о разряде. Когда в свое время были включены старые генераторы постоянного тока Эдисона, они выпустили этот разряд и убили много рабочих в процессе. Это видел человек по имени Тесла. Он задавался вопросом, как и почему произойдет этот удар. Поэтому он экспериментировал с проводом и пробивными разрядами конденсаторов. Он обнаружил, что этот разряд может быть настолько мощным, что он может мгновенно взорвать провода. Этот разряд пришелся из проводов перпендикулярно. Он разрядил конденсаторы в прочный провод через искровой разрядник. Ключ к силе и внешнему виду разряда заключается в том, как быстро Тесла заряжал конденсаторы в искровой промежуток и насколько быстро Тесла остановил ток в искровом промежутке. Тесла использовал все типы устройств, чтобы остановить этот поток тока: магниты, пламя, двигатели встречного вращения. Его цель состояла в том, чтобы добиться времени, когда разряд прекращается намного быстрее. Когда Тесла сделал это, он обнаружил, что перпендикулярное излучение, исходящее от проводов, вызывает электрические эффекты в проводах и других медных металлических материалах рядом с прекращенным током разрядом. Эти электрические эффекты могут быть созданы для создания электронов на других проводах и меди вокруг его остановленного токового разрядного провода. Перейдем к другому вопросу. Есть инерция. При правильном сочетании частот вы действительно можете создать вращающееся поле с помощью инерции. Это то, что я назвал эффектом инерции. Вращение поля. Как много людей думают об этом? Если бы у вас было поле, которое можно было бы представить как большой мяч, вы, и вы можете вращать его в двух направлениях, каковы будут последствия? Послушайте, вам нужно сделать 3 витка друг над другом. Но важно, чтобы катушки управления были намотаны перпендикулярно коллекторным катушкам. И должно быть трое на всем пути. Запускайте их по одному. Первая частота, затем вторая гармоническая составляющая во вторую, затем третью. Когда вы в конце концов будете подключать шнур, берегитесь. Вы узнаете, что произошло в этот момент. В то же время вы можете измерить небольшую мощность, даже если вы не подключите шнур.
Более крупные коллекторы обладают гораздо большей способностью собирать и рассеивать больше энергии, чем более мелкие. Но если они превратятся в бомбу, особой разницы не будет. Не существует такой вещи, как небольшой разряд молнии. Возможно, меньший по размеру более безопасен, потому что единственное, что остановит красного коллекционера, это распад материи, действующий как приемник. И провода все сгорают. Мы построили э, много устройств с различными комбинациями коллекторов во время наших экспериментов. Мои коллеги и я помню, как около сотни были раздавлены, поэтому, потому что это были не самые лучшие конструкции. Большинство наиболее удачных устройств, которые мы сделали, имели управляющую проводку или наматывали вертикально на горизонтальные провода коллектора. Вы можете увидеть их в блоках на некоторых видео под черным пластиковым покрытием. Они были проложены перпендикулярно ходу коллекторных проводов. Они были запущены в нескольких сегментах. На каждый сегмент можно было подавать разную частоту, индивидуально или от секции коллектора, чтобы помочь сохранить колебания и управление. Частоты управления важны для получения энергии от коллектора. Я предполагал, что у любого, кто работает над такой сложной технологией, будут превосходные знания электроники и понимание того, что чистый частотный выход необходим для контроля реакций, проходящих внутри коллектора. Запуская колебания, вы заставляете ток течь в коллекторе, что вызывает усиление процесса внутри коллектора, что в конечном итоге будет производить большее напряжение и мощность в используемых количествах во время работы. Это поток электронов высокого порядка, создающий сильное магнитное поле. Или наоборот. Электронные ламповые схемы работают намного точнее, чем твердотельные, особенно при первых экспериментах. Вы сможете получить некоторые возбуждения с помощью твердотельных блоков, но нам пришлось сначала спроектировать лампы, а потом попытаться дублировать функционирующую систему с твердотельными схемами. Это было сложно. Твердотельные схемы очень грязные и неточные. В вакуумных лампах очень быстрое время перехода. У твердотельных устройств похожи на патоку. Они также используют около миллиона процентов обратной связи, чтобы получить чистый выходной сигнал. Устройства с вакуумными трубками быстрее, точные и требуют лишь нескольких децибел обратной связи для достижения лучшего результата. Давайте просто рассмотрим простой усилитель мощности в качестве примера. Твердотельный усилитель мощности 100 Вт будет состоять в среднем из 30 или около того транзисторов. Множество усилительных и управляющих устройств, основанных на сильно точном низком напряжении. Низкое напряжение означает медленно. Кроме того, все эти транзисторы в усилительных каскадах замедляют процесс сигнала. Теперь посмотрим на простое электронное ламповое устройство. У вас есть один этап усиления, один этап разделения фаз сигнала
и возбуждения, и один этап вывода мощности, все при высоком напряжении и низком токе. Это значит быстро. Это также означает, что обратная связь для коррекции частотного выхода также является быстрой. Теперь вы понимаете, почему я всегда говорил, что трубки намного лучше подходят для экспериментов. Твердотельное устройство слишком медленное, чтобы найти три основных пересечения. Вы знаете, что? Я хочу, чтобы вы начали думать о принципах работы генератора точно так же, как преодоление звукового барьера. Прочтите, как инженеры наконец разработали правильную конструкцию крыла для достижения сверхзвуковой скорости в самолетах. Я надеюсь, что это даст вам представление о том, что происходит внутри генератора и особенно коллектора. Люди, которые говорят, что лампы точно так же, как транзисторы, очень и очень извиняюсь, наивны. Извиняюсь. А теперь я расскажу вам кое-что очень важное. Вы помните, я упоминал время пролета быстрых электронов по сравнению с патокой. Разберем простой усилитель звука. Когда вы разрабатываете усилитель, вы пытаетесь изолировать шум или помехи от источника питания до попадания в B+ и загрязнения выходного сигнала и так далее. То есть всевозможные помехи, да? Вы можете измерить все виды шума от сети в вашем B+, то бишь приемнике. Не говоря уже обо всех шумных выбросах от твердотельных выпрямителей, дающих постоянный ток силовым конденсаторам. Все это легко измерить или увидеть на осциллографе большинства полупроводниковых усилителей звука. Сейчас спроектируйте и сделайте хороший ламповый усилитель, и вы сразу же заметите резкую разницу в измерениях питания B+, и в том, что вы увидите на прицеле, на осциллографе, на экране осциллографа. Больше никаких всплесков от твердотельных выпрямителей, почти никаких частот от поступающей электросети. Помните, весь этот шум и частоты в вашем твердотельном усилителе находятся в выходном сигнале. Теперь скажите мне, как вы думаете, что происходит внутри чрезвычайно чувствительного горячего генератора? Когда вы используете твердотельное устройство, чтобы попытаться создать требуемые точные управляющие частоты для создания катализатора и выработки энергии, между прочим, ваш твердотельный усилитель генерирует столько шума, что если вы измеряете сетевую проводку, вы можете увидеть, что шум от вашего усилителя действительно возвращается через трансформатор во входную сетевую проводку. Понять, что такое идеальная частота. Шнур лампы– это то, что я использую для подключения колонок к усилителю. Вы должны услышать мой новый усилитель, который я сделал. Я использую лампы 6B-Q7A для входа и фазоинвертора, потому что эти триоды у КВ усилителя предназначены для работы в цветном телевизоре на очень высоких частотах. И поэтому вы можете представить, насколько кристально чисты мои высокие частоты в моем
стереоусилителей. Да, я знаю, что их трудно найти, поэтому я обнаружил, что могу использовать любой триод, предназначенный для использования в цветном телевизоре на УКВ. Это дает мне возможность выбирать из множества типов электронных ламп. На самом деле я бы не рекомендовал их, потому что они работают от нагревателя на 6 точек на 3 вольта. Поэтому вы можете использовать другую электронную лампу, предназначенную для использования вместо нагревателя на 12,6 вольт. Я предпочитаю использовать триоды, потому что они создают меньше искажений. Любое отклонение от исходного сигнала или дополнение к гармоникам и интермодуляции не очень хорошо для стереоизображения, понимаете? Стерео. Я слушаю трехканальную систему. Иногда при каналах объединяются, чтобы создать самый великолепный звук, который вы только можете себе представить. Открывается совершенно новая звуковая сцена, и внезапно вы переноситесь в другое место. Черт возьми, я просто ненавижу транзисторы, потому что они такие медленные и генерируют так много искажений. Я думаю, что транзисторы в основном бесполезны для прослушивания с действительно хорошей точностью воспроизведения. Все эти гармоники каким-то образом проникают в музыкальный выход и просто портят музыку. Я уверен, что вы понимаете, о чем я говорю. Знаете ли вы, что время пролета электронов в некоторых электронных лампах приближается к скорости света? Это минимум мини-ускорителей частиц. Знаете ли вы, что лучшее время прохождения электронов в транзисторах похоже на включение механического переключателя лампы? Вероятно, поэтому в транзисторных усилителях используется так много отрицательной обратной связи, чтобы выходной сигнал оставался близким к входному. Но если вам нужна вся эта отрицательная обратная связь для снижения искажений, разве это не замедлит усилитель еще больше? Почему бы просто не построить для начала ламповый усилитель? Меньше искажений и меньше передозировки обратной связи. Гораздо быстрее все вокруг. Знаете, он особенно подходит для воспроизведения высоких частот. Почему бы вам не рассказать всем приверженцам транзисторов, в чем разница? Я разработал несколько усилителей, использующих МОП-транзисторы и так далее, которые звучат очень похоже на ламповые усилители. Однако, когда я хочу разобрать новый усилитель, я всегда начинаю с ламп. А когда, вернее, однако, когда я хочу разработать новый усилитель, я всегда начинаю с ламп. А когда довожу их до совершенства, я перехожу на МОП-транзисторы. Я сделал усилитель, и у меня были действительно трудные времена с резонансом 35К. У меня было так много проблем с этим, что я наконец оставил там резонанс. Последний раз я измерял его на 35,705К на действительно высоком уровне. Хорошо, что я не слышу такую высоту. Скорее всего, такую частоту, наверное. Но это доказывает, что мой выходной трансформатор способен работать до 245 килогерц. Что я измерил? Эй, вы знали, что частота пропорциональна окружности динамика?
Похоже, что частота должна меняться в зависимости от окружности и динамика. Это имеет для вас смысл? Никто из тех, с кем я разговаривал, еще не осознавал этого. Я сам использую 15-дюймовые колонки. Они находятся на расстоянии 15 дюймов от мертвой точки внешнего фланца до другого бокового фланца. Вы знаете, что транзисторы плохо справляются с этими высокими частотами. Они очень стараются, но они просто повсюду создают всевозможные гармоники. Связь транзисторов. Связь транзисторов. Моб-транзисторы необходимо знать, если вы хотите сделать усилитель, который ведет себя так, как будто это ламповый усилитель, но меньше размера. Пожалуйста, будьте очень осторожны со своими экспериментами и смотрите. Аварийная кнопка. Помните об аварийной кнопке. Я не хочу, чтобы это кого-то напугало до дерьма и заставляло его говорить про какую-то маму, черта, бога или любое другое существо. Вот такая вот, друзья, история. А, написана, написана была Марком Стивеном еще в 2007 году, хотя сама эта тема работала уже, ну, это ролик, есть у меня ролик, который 96-го года. Ну и также Марк Стивен говорил о том, что начал он думать об этом еще с 1965-х, 60-х, 66-х годах. Ну, как бы, о чем я все-таки хотел сказать? О том, что вот, ну, во-первых, извините, что я вовлек во все эти технические, значит, а, процессы, да, а, для того, чтобы вот, ну, для того, чтобы вы поняли, что это не просто какой-то там шарлатан, где-то там под стеклом провел провода к лампочке и подсоединял контакты этих лампочек к розетке и прочее, да. Вот. Именно это, назовем так, человек, который а, много, ну, намного соображает в электронике, нежели каждый из нас. Да, я тоже занимался, по крайней мере, электроникой ну, до того момента, пока не начались вот эти вот смартфоны и полупроводниковые телевизоры, плоские телевизоры. Конечно, что-то я ремонтировал даже, но ну, просто я вам хотел сказать о том, что это есть, это работает, это существует. Но на сегодняшний день, скорее всего, это закрыто все.
от, от наших, назовем так, глаз и ушей. А теперь давайте поговорим, наверное, о том, не буду я затягивать, показывать вам все тонкости этого прибора, назовем так. Если это интересно будет, я потом, возможно, выложу на канале эти ролики. Но поговорим о том, а, что, как нам помогла бы вот именно это, это вот одно из, назовем так, ноу-хау, я бы сказал, да, в том, в том будущем а, проживания на нашей Земле. Представьте себе, а, если у каждого на Земле будет примерно такой вот прибор. Ну, без разницы, такой, может, или иной. Вот. А что это означает? Это означает, что нам не требуется платить за энергию. Платить за то, чтобы мы, использовав энергию, без разницы, энергия, для изготовления тех или иных, назовем так, вещей. А, это значит, что все изготовленные вещи, они просто-напросто, назовем так, будут доступны каждому, во-первых. Во-вторых, они будут совершенно бесплатные. Почему бесплатные? Если, назовем так, открыть все технологии, которые человек придумал, то все эти технологии дают возможность человеку, ну, трудоспособному человеку, ну, трудиться, назовем так, а, более меньшее количество времени, да, для того, чтобы, для чего? А для чего вообще мы трудимся? Скажите мне. А трудимся мы для того, чтобы получать заработную плату. Мы что-то на своем производстве изготавливаем, своим трудом, даем возможность изготовить что-либо, да, но это потом продается, ну, а нам выплачивают некое вознаграждение за то, что мы что-то изготовили. И получается, что мы продаем свой труд. Теперь представим себе, что человек, который, конечно же, должен, ну, не в смысле должен, а вот работоспособный человек не может просто лежать на диване и плевать в потолок. Конечно же, ему необходимо творчество, мыслить, трудиться, изобретать какие-либо технологии, возможно, да. Вот. Тем самым представим себе, что любому трудоспособному человеку достаточно будет просто 2 часа в день трудиться не для того, чтобы заработать какие-то средства, для того, чтобы можно было что-либо купить, а для того, что он, ему просто это как необходимость, но и а, трудиться не
на себя, а трудиться на благо всех. А, Что это означает? Это означает, что мы, люди, будут трудиться, но не получать зарплату, а потому что это просто необходимость, его личная необходимость. Подрастающее поколение, а, дети, конечно же, учатся, выбирают в будущем себе какую-то профессию а, по интересу, не по нужде именно, а по интересу. И когда становятся уже трудоспособным людьми, они просто-напросто идут по той профессии, которую они пожелали. Ну и, естественно, они могут еще и переучиться, если это понадобится, да. И опять-таки совершенно бесплатно. Вот. А трудиться они будут м, именно по интересу в той сфере, которая им интересна. Но этот труд, он будет на благо всех, потому как каждый что-либо вот на сегодняшний день, кто что может, допустим, да, он что-то трудится, производит, вот. За это каждый будет иметь возможность просто-напросто прийти и получить то, что он пожелал. Ну, меня вот спрашивают, типа, а что, вдруг я захотел там машину, м, а потом, значит, я захотел другую машину, у нее там и скорость побольше, и цвет поинтереснее, да? На это я говорю так, а, если открыть все эти технологии, то мы не будем ездить на машинах. Мы, скорее всего, будем и перемещаться а, совершенно на ином транспорте, который не использует м, какие-то типа кабины и привычным нам управление рулем, да? Но пофантазируйте сами. А, Это будут совершенно иные технологии передвижения. Ну, это как минимум. А свободная энергия — это только один из примеров того, при которой, э, которая дает возможность нам вот именно к этим всем остальным технологиям. Извиняюсь. Так вот, подумали, представили. И каков же итог? Итог такой, что люди трудятся не на благо себя любимого, а на благо всех. Ну, для этого, конечно же, нужно длительное воспитание с детства о том, что вот мы уже живем в этом мире, и в этом мире вот такие вот нравственные все эти устои, где мы должны трудиться не на благо себя, и все, что бы мы ни делали, мы должны делать на благо всех. Это, конечно, сложно, но я думаю, что возможно.
А, есть, тем самым, если трудиться на благо всех, а это значит, а, нечего будет продавать. Если нечего продавать, ну, начиная с энергии какой-либо, да, а, и кончая уже теми вещами, которые мы производим на благо всех, вот, продавать ничего не надо. Если не нужно продавать, тогда не нужно нам границы, а, кому продавать, да. Но и как минимум не нужны будут а, деньги. Если деньги не нужны, а это, назовем так, самый большой триггер во всех, назовем так, войнах между государствами, потому как а, все государства у нас поделены границами, и кто сильнее, кто более воинственный, они зачастую просто-напросто захватывают а, земли соседей, или, может, не совсем даже соседей, да. А, Для чего? Опять-таки, а, для захвата а, как а, земных ресурсов, ну, также для захвата и человеческих ресурсов. Для чего человеческих? Ну, то понятно, чтобы эти люди просто-напросто производили а, что-то, что можно продать соседним государствам, назовем так. Ну, кроме того, как себе, но и продавать соседним государствам. Ну, а я уже сказал, что всего было бы в достатке, вот, если открыть все эти ноу-хау и просто-напросто нечего было бы продавать, но все можно производить. Конечно, где-то будут и роботы производить что-то за нас, но человеческий фактор никто не отменяет. Человек должен также ведь что-то и для этих роботов создавать, да, то бишь программы и прочее. Вот. Так что вот такое видение, мое видение по поводу будущего на этой земле, на нашей. А, Пишите ваши комментарии, а, поставьте лайк, если кому понравилась эта вот моя, так сказать, тема. Ну, а я постараюсь на них отвечать. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всем до новых встреч.